Салем, курматы достар, Тюкюнен доктор. Сегодня я без Ники, но буду снимать сама. Сегодня у нас, ребят, влог про мамин дочкин день. Такой, один день мы с мамой стараемся провести полностью вместе. И сегодня я хочу показать, как мы его проводим, что мы делаем. И сегодня, кстати, еще будет этот влог с концерта, в котором будет участвовать моя мама. И, конечно, в этот знаменательный день я одела костюм. Он называется купай. Это в саха-стиле такой костюм, который шила моя мама. Это моя мама шила. Вот сзади он вот такой, тоже орнаменты есть. Многим нравится этот костюм. Мне тоже в жару. Нет, я хочу показать. Вот мы живем у подруги, да. Вот посмотрите, дверь первая. Особенности жилья в Якутске. Вот подъезд. Вот вторая дверь. Ага. Прикольно. Какой-то типа зеленого сада, наверное. Третья. И четвертая. 4 двери. Знаете почему? Потому что зимой холодно. И все дома в Якутске на сваях стоят у всех. Вот спускаешься, поднимаешься, везде лестница. Вот. Выходим. Ой, привет! Ютубка устать. Всем привет, это Амелия. Здрасте. Так, все, выходим. И вот такой ЖК, жилой комплекс Панорама. Ой, Юргуяна, Кустана, привет. Короче, всех встретила. Господь, вот за мной приехали. Ага, ну все, ребят, до встречи. Смотрите, это пирожки с мясом. Угу. Сюда я добавила сметану и варенье. И все, кушаем, очень вкусно. С мамой завтракаем, и завтракаем мы пирожками. И вот, посмотрите, это чир. Салат называется индигирка. Это сырая рыба. Чир с луком. Угу. Так вкусно. Просто познакомьтесь, это моя мама. Вот, видите, какие мы? Ага. Мою маму зовут Марфа Люболевна, 59 лет. И вот она шила для себя костюм и для меня. Ходим мы сегодня вот так в парных костюмах. Мамин дочкин день. И будем сейчас, я хочу показать чуть-чуть вот второй этаж Ленских столбов. Это вот универмаг такой, где продаются вещи якутских дизайнеров. Там именно, вот посуда продается якутская. Вот Сахалмук, такой бренд есть. Это вот как переводится как народ Саха. И вот тоже якутские дизайнеры, Колдинг. Это татуировку я у него делала, кстати. Прикольно. Так, быстренько покажу, какие вещи есть. Футболки вот с якутскими словами. Сахавын написано. Прикольно. Итак, сегодня мы пришли сюда, чтобы выбрать мне украшения. Покажу потом. Это магазин Камелек, один из самых крупных магазинов якутской посуды. Тут все вот в орнаментах. И национальные вещи продаются. Камелек тоже вот. Сжигаешь, травку и благословляешься. Пожалуйста. Вот набор посуды. Смотрите, какая чашка красивая. Стоит чайный сервиз такой 15 тысяч, а этот... Бухаставай, набор? 15. Сюрбетет. 25 тысяч рублей стоит примерно с 30% скидкой. Посмотрите, какая красота, какое блюдо. Вообще супер. И вот тарелки такие, оказывается, тоже.
этот набор с тарелками. Это под суп. На даче мама, кстати, использует такую вот посуду. Тут по рисункам, оказывается, распределяется. Посмотрите. Красота. Также есть одежда. Еще вот у мамы есть этот кружка такая. Только написано кружка бабушки. Прикольно, да? Котун. Ага багалыга, ага. Мини-листик чайда. Приятного чаепития написано. Батар баянайдах бол. Удачи ей курду. Сюрягам Котуна. Это как, Сюрягам Котуна — это, повелительница сердца. Прикольно, да? Вот такие чашки, кружки. Вот чором. Отсюда пьют кумыс, бырпах. И вот камельки. Это я. Так, я пошла искать дальше мою маму. Сейчас будем выбирать мне украшения. Мама хочет подарить мне сережки. Вот, я выбрала кюндюль. Где она? Это кюндюль. Я сейчас выбираю. Мама мне дарит сережки. Я давно хотела сережки именно с кюндюль, потому что сама их тоже дарю. И вообще, они очень красивые. Посмотрите. Кстати, мне дарили такие сережки. Они у меня есть. Сейчас выберу себе. Смотрите, сережки Сергея. У меня, кстати, есть сережки Сергея. Подарила тоже моя подружка Сель. Вот. Вообще мне вот эти клипсы понравились на повседневку. Хочется, это же все-таки день рождения, хочется вот такое вот. Еще есть платки в якутском стиле. Ага, вообще красота. Смотрите, еще есть такой ежедневник, оказывается. Улохпут сагаланна, то есть жизнь начинается. Ага. И тут вот понедельник, вторник, среда, четверг, планирование недели на якутском, пожалуйста. Так. Также еще есть, мне нравится то, что вот тут есть ручной работы папки. Угу. Стоит он сколько? 1290 рублей в тенге. Я постараюсь тут писать в тенге. Хорошо, ребят? Чтобы всем было удобно. Сюда мы документы уложим, типа. Вот, разные расцветки. Прикольно. Так, идем дальше. Вот сколько уже людей собралось. У кюндюль продавца нету. Весь YouTube узнал, что продавца нету. Смотрите, как красиво. Здесь бисер. Ага. Да? Мама, оказывается, такие делает. Моя вообще мама мастерица. Ага, вот так. Aynı diyor. Çok astanı ставить, да? Ты. Это все якутское. Так, дальше. Дальше идем, смотрим. Тут, по-моему, именно второй этаж универмага Ленские столбы. Он тут, получается, дизайнеры российские есть и якутские дизайнеры. Это вот сторона российских дизайнеров из разных регионов России. Тоже красота вообще. Там шоперы есть. Вообще просто день получился обзор Ленских столбов. Классно. Так, еще я хотела показать вам одежду. Ага. Тут есть одежда именно дизайнеров. Хочется отметить дизайнера. Вот видите, там Заза написано. Саша, это дизайнера зовут Александра. Отец Александра, и мы вместе жили в одной общаге. Она из университета технологий дизайна в Санкт-Петербурге. Вот, это ее коллекция получается. Очень красиво. Тем временем продавца кюндюля нету. Тут уже очередь из 2 продавцов и клиентов. Кайда. Людей становится все
больше, а в пендюле нет продавца. Да. Вот такого вообще не должно быть, ребята. То есть нужно, ну, как бы, хотя бы номер телефона нужно оставлять, чтобы клиенты могли иметь возможность позвонить и чтобы человек пришел уже. А вот, наконец-то подошла, походу. А пока я сделаю обзор на одежду. Вот, посмотрите, это якутские сапоги. Ну, во влоге с Исехом видели, наверное. Примерно сколько стоит? Давайте посмотрим. Магазин называется Ис Ус Харстас. Это 9800. 10 тысяч рублей почти. Это 65 тысяч тенге. Тоже вот, давайте посмотрим. Натуральная кожа явно. Угу. Тоже 9500. Где-то 60 тысяч тенге. Вот такой наряд. Сумочка красивая такая тоже есть. У Харстас это 5880. Жилетик национальный. Вот. Так, еще прикольно, знаете, что вот рубашки с оберегами. Тоже вот этого же бренда. Прикольно. Мама, спасибо. С днем рождения. Спасибо. Мам, спасибо. Манна тут какой-то. Вот. Круто. На память устать Джонджи. Чисто бесплатно, бессрочно. Он тахсабут. Он лестница на это келлягмая. И джигалев чискалата вон надо. Так, я одеваю. Надеюсь, меня видно хорошо. Штатив не взяла, он такой тяжеленький оказался. Так, ага. Мне очень нравится то, что вот эти сережки, они похожи на мамины. И когда я буду далеко, за 6700 километров, я буду вот эти сережки одевать, я буду вспоминать, что у моей мамы такие же, только черное серебро. Ну и будем друг друга одалживать. Вот так выглядит как. Друзья, напишите, красота идет и идет. Я думаю, идет. Как во всех магазинах есть национальная атрибутика. Вот. Обереги и, конечно, есть уголок с открытками именно на национальном языке. Прикольно, да? С днем рождения. Ягарте, поздравляю. Написано. Малаганана, это с новосельем. Тоже Ягарте, поздравляю. Вот так вот. Ну все, мы дальше пошли. Прогуливаемся по центру. Сейчас быстренько сфотаемся на площади Республики. Вообще хочется отметить то, что северный такой город, холодный город. И несмотря на это стараются вот так сажать цветы. Ну, прекрасно же. Ведь они стоят всего 3 месяца. Вот площадь Республики. Классическая музыка. Угу. Красота. О, Ленин Турарин. Вот он. Вот так ходим. Я взяла себе панамку, кстати. Солнце нереальное. Это, посмотрите. Такая риперская шляпка. Да, солнце вообще печет. Нереально жарко. Мы пришли в Дом культуры имени Кулаковского. Сегодня у мамы выступление и генеральная репетиция. А, да? Вот. 3 августа Ага. Звезда Варда. Костюм с собой. У меня тоже вот. Ага. Посмотрим, как сегодня будет танцевать моя мама. Вот такой Дом культуры. Сейчас я буду помогать маме переодеваться. Хочу отснять, как они репетируют. И буду красить ее. Вот. Это ансамбль. Их ансамбль. Сейчас посмотрю. Вот, собираются.
Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые. Все понятно, Антоше идет репетиция. Сейчас тут будет концерт. Мне надо найти билеты, купить билеты. Вот вообще уже начнется скоро репетиция. Ансамбль называется Айврина. Ранее мама занималась танцами живота. А сейчас вот в таком ансамбле состоит. В ансамбле разные возрастные группы. Мама в старшей группе. И мне нравится то, что вот они объединились все, там танцуют, у них ансамбли по городу, и по городам красивые, кстати, ездят. Вот такой дом культуры и дружбы народа. Ляля. Танец, вообще название... вон мама ходит. Айврина, это на эвенкийском означает Айврина тав, то есть любовь. Ага. Вот. Танцы будут более такие, не якутские, не саха-танцы, а более северные. Это ансамбль именно северного танца. То есть это эвенкийские, винские, тунгусские, может, юкагирские танцы. Вот. Чуть-чуть покажу, как они танцуют. Все бисером мама сама сделала. Сегодня мама будет выступать в костюме с этими господа. Все ручной работы. Все она сама шила. И вот эти девочки, которые сейчас репетируют, да, они все костюмы сами шьют, сами репетируют. Еще и на танцы ходят. Вообще супер Деся. Еще и платят за эти танцы. Такие молодцы. Посмотрите. Красота. Костюмы это отдельные вообще. Я хочу показать вам галерею национальных культур. Сейчас зайдем. Вход стоит 100 рублей. Смотрите. Так, это эвенкийский костюм для мальчика. Это для девочки, все ручной работы. В этой галерее вообще мама же тоже выставлялась в прошлом году. Мы приходили смотреть на ее работы. Каждый раз эти костюмы меняются. Вот это и это вот делают обычные люди и выставляются здесь. Как красиво, столько бисера. Жалко, тут нет гидов, которые могли бы рассказать, но главное, мы видим, смотрим, сколько труда, какие они интересные все. Вот. Каждый из них. А это кожа. Верхняя часть это что тут? Олени из оленей кожи. Вообще красота. Юкагирский мужской передник. Рот такой есть тоже, малочисленный.
Тоже вот. Красота. Посмотрите, вот когда была репетиция, я вам показывала украшения, вот и венкийские украшения, вот так выглядят. Вот тоже посмотрите, вот. Красота. Чем отличаются, да, вот вид северных? Очень много бисера. У нас у Сахалар все-таки, ну, тоже бисер есть, но в основном это серебро. Ух ты. А это балаган якутский. Ну, он это просто тут стоит, видать. На самом деле галерея именно сейчас же проходят дни, по-моему, северных народов. То что-то такое, поэтому здесь, видите, все вот именно костюмы северных народов. Якутского тут нет. Смотрим снизу. Унты. Это вот оленья шкура. Женский вариант. Вот. Мужской вариант. Долганский мужской костюм. Так, вот, кстати, вот такой костюм, ровно такой костюм мама себе сшила. Тоже для танцев. У нее там огромное количество этих костюмов. Вот, пожалуйста. Это уже венкийский женский костюм. У них, получается, все девочки шьют или под заказ дают. И все это тоже вот с бисером. Красота. И в этих костюмах они танцуют. Сегодня будет другой костюм. Все в передниках. Посмотрите. Барета передник. Ну, как красиво, да? Видите? Ух ты, ну посмотрите. Это вот украшение. Красота. И вот тоже передники. Красота. Это уже такое современное, по-моему, юрта. Все тоже бисером. Мирнинский район. Коллекция Ураса. Урага — это вот подтип юрты. Это вот, как сказать... Ну, я на таком обывательском уровне я вам рассказываю, ребята, но такое вот общее, да. Ураса — это вот где сами венки живут, это подтип, ну, как бы это оборачивается кожей, ага. Помните, в Краеведческом музее было? Вот это ураса, вот они сделали тут. Типа, видать, вот солнце еще. Классно, очень классно смотрится, все так красиво. Вообще, вот венкийский народ, да, это северный народ. Я считаю, что вот у нас в роду венки тоже имеют место быть, потому что, ну, сейчас мама работает над тем, что восстанавливает генеалогическое древо, и что-то такое есть, походу. Красиво, красиво. Это очень интересно выглядит. Смотрите, как будто лицо. Стилизован, это все традиционный стиль. Более традиционный. Очень красиво. Ну, хотя там текстиль применено, но тем не менее традиционный. Так, ребята, почему очень много передников было, да? Это вот конкурс нагрудников коренных малочисленных народов Севера. Нейл Хелми Нинеямон Тюгелик, приуроченный к Международному дню коренных народов мира. Смотрите, вот сегодня у нас... Спасибо огромное! Ага. 19 век, вы посмотрели? 19 век? Вау! Ага. Эскиз передника Сымская Венгрия 19 века. Это эскиз передника Да, вот 19 здесь все века. пшито пошиным волосом оленя. Вау, посмотрите. Окантовано. Окантовано волосом оленя. Вообще интересно, да? Ага. И поэтому снова репетиция перед выходом. Вот уже одели свои костюмы. Посмотрите. И вот венки. Чукчи. Народ на северное. Тоже северный народ.
Есть Долганов, Кагиров. И у всех свои национальные костюмы. Они все различаются, ребят. Так, я не купила билеты. Вообще про этот концерт я только сегодня узнала. Билеты все проданы. И не знаю, я смогу вообще отснять этот танец в костюме или нет. Потому что там вообще жесткий контроль и не пропускают никого. Ну, попробуем. Мне же просто танец с мамой нужно отснять и все. Смотрите, олени, рога настоящие. Они просто так лежат. Вот, все рога. Раз, два, три, четыре. Маску доктора. Анда. Бардым. Так. Север, край изумительной, первозданной красоты, привлекающий всех своим величием, несметными природными богатствами. А самое главное богатство Севера – это люди. Люди искренние, всем сердцем любящие свою родную землю, уважая и преклоняясь перед памятью предков, свято храня их обычаи и традиции. Всем удачи, любви, всего самого наилучшего! Ваши аплодисменты отличной культуры Республики Саха-Якутия. Талантливая дочь Верхней Колымы, поселок Нелемное, Ирина Дускулова. Браво! Художественный руководитель Маргарита Вырдылина.
Оперный танцевальный ансамбль «Алеврина». И словно солнце тундры, принесшее в дом долгожданный праздник.
Ваши аплодисменты компании Солинга и участники народного проекта «Северяне Хотулар». Дорогие наши зрители, спасибо вам за ваши аплодисменты, теплые улыбки и доброту. Широту наполняет наши сердца. Да здравствует Север! Да здравствует Республика Саха-Якутия! Желаем вам, уважаемые земляки, дорогие северяне Хотулар, доброго здоровья, благополучия. И мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч, дорогие земляки! Мама сидит вот. Ребята, я надеюсь, вы посмотрели все то, что я сняла. Вообще у меня память заполнялась. Я пыталась удалить из концерта, но я постаралась еще больше буду удалять сейчас, чтобы потом посмотреть и отснять. Потому что сейчас я буду еще дальше же, мы с мамой идем дальше. Сегодня же мамин дочкин день, вот, пожалуйста. Прекрасный концерт, энергетика супер, мне очень понравилось. Вы думали, они закончили танцевать и рассосались по домам? Нет. Теперь репетиции. Мама стоит. Мама пока на репетиции, а я хочу рассказать вообще, чем она занимается. Она работает педагогом дополнительного образования, то есть она преподает якутский язык русскоязычным детям. И вот занимается танцами, она вот в месяц, сколько-то, я не помню, 2000, что ли, рублей в месяц платит, это где-то 12 тысяч тенге в месяц за вот, за
танцы. И вот она занимается танцами. Раньше мы вместе ходили на танцы живота. И вот она начала теперь заниматься танцами северных народов. Ага, в частности, венкийские танцы. И вот у них разные эти концерты бывают там. Теперь им нужно поехать в Турцию, что ли. Что-то я не поняла ничего, короче. Ага. Будем сидеть, разговаривать. И все равно хочется... Я кое-что покажу. Ну все, мы закончили. Все, вот. Ну все, мы потопали домой. Ага. Мама, день очень насыщенный, как и вся твоя жизнь. Вот и завершился наш день с мамой. Как заметили, моя мама немножко стеснительная. На самом деле в жизни она очень активный человек, и она сыграла огромную роль в становлении меня как личность, как уверенный в себе человек, потому что когда родители развелись в 4 года, она очень хорошо меня натренировывала думать о себе хорошо. То есть там ты самая умная, ты самая красивая. Она прибавляла ко мне каждый день уверенность. Вообще она сама в 6 лет стала круглой сиротой, ее родители умерли, там несчастный случай с отцом случился, на него там трактор упал, там. А моя бабушка, она умерла там после болезни, ну вот. И в 6 лет моя мама осталась круглой сиротой, еще после нее 3 девочки и 1 братик был. Вот, а братик потом умер. Ну, вот такая вот сложная судьба, я считаю, но несмотря на это, моя мама одна из самых позитивных людей. Она вот как-то у нее получается вот в 59 лет до сих пор вот быть таким, ну как ребенок, она прям молода душой, и это видно, это заметно. Нужно вот с ней как-то вот вживую вот так сконтачиться, и все там сразу. Энергией прет, занимается танцами, каждые 3 месяца вылетает там путешествовать. Она в Монголию одна ездила, и там нашла себе подругу, филиппинку. Как она там разговаривала? Она говорит, через Google переводчик кого угодно можно найти, говорит. Вот, и это супер, и она для меня мотиватор, она для меня вообще, я ею восхищаюсь. Я обожаю и люблю свою маму, и для меня она вот до сих пор остается таким, ну, мама, да, но вот что-то в ней такое задорное есть, что я в ней не вижу такого вот человека, который, о, мама там, лишь бы она там что-то там с ней не случилось. Я вижу нормально все с ней. И я думаю, все равно это тоже хорошая позиция, потому что она не расслабляется, она работает, она учится до сих пор, она танцует, и смотреть на ее активную жизнь, какая она бегает, прыгает до сих пор, почти под 60 лет, я уверена в том, что и в свои 60 лет я буду такой же активной. Вот. И у мамы было очень много передряг, вообще столько предательства, но она никогда, вот даже вот когда отец бросил, да, она ни разу никогда о нем плохого не сказала. Она никогда от ее уст я не слышала слова плохого о людях. И она меня воспитывала всегда конкурировать только с собой. Что только ты вот себя смотри и все, а на у других свои заботы. Ты вообще о других не думай. Я этому очень благодарна, и я очень рада тому, что запечатлела день со своей мамой в Ютубе, и это сохранится на долгие годы вперед. И когда мне будет 60 лет, я буду пересматривать и радоваться тому, что какие мы были с мамой молодые, озорные, вот, и отмечали мамин дочкин день. Так что надеюсь, вам видео понравилось, влог понравился, и если понравилось, ставьте лайки, мне и маме будет очень приятно, комментируйте, и
Ну и подписывайтесь. В любом случае, это онлайн-дневник. И любое вот внимание для меня это очень ценно. И это делалось как хобби. И мне очень приятно, что за чуть ли 1,5 месяца нас стало вот столько, как сейчас, почти 440 подписчиков. Это же вообще супер. И 1000 просмотры. Это просто классно. Рахмет, Улькен Рахмет, Махтал. И каждый день вот... кстати, послезавтра я уже ложусь на операцию. Пожелайте мне удачи. Наверное, следующий влог будет уже, не знаю, может, с больницы что-нибудь снимем, но не знаю, что можно снять в больнице, да? Вот, скоро мы уже домой, и поэтому пишите, пожалуйста, что еще отснять. Вот, и, ну все, пожелайте мне удачи на предстоящей операции по ринопластике. И у меня будет наконец-то дышащий нос, потому что одна ноздря у меня вообще не дышит уже 30 лет. Потому что меня в детстве избили, мальчики на меня напали, когда я защищала своего брата. А брат младше меня, а парни были старше меня вообще. Это как-то вот 2 на 1 напали, и после этого у меня вот этот нос не дышит. Вот, и поэтому я очень рада тому, что наконец-то я освобожусь вот от этого недуга, и я начну дышать в полной грудью. И наконец-то уже я забуду вот эту, ну, как бы эту драку, когда вот меня избили, девочку. Вот, так что вот так вот дела такие. Ну все, Рахмет за внимание, Сабонздар, все, Баргатыр, пока.